Добрый день, уважаемые телезрители. Мы продолжаем нашу дискуссию, наш разговор о политической ситуации в Таджикистане, о перспективах развития этого государства и анализируем политический режим в этом государстве. У нас в студии Дададжон Атавулоев, представитель общественно-политического движения «Ватандор». Добрый день. И Умар Куватов, лидер оппозиционного движения «Группа 24». Добрый день. Добрый день. Я прочитал о том, что готовится большой праздник в Таджикистане. 16-я сессия Верховного Совета Республики Таджикистан. Меня заинтересовало, что это за такое вот торжественное событие. Я понял, что это 20-летие очень важного перемирия, заключенного в свое время. Вы не могли бы нам более подробно рассказать о том, что это все-таки, что готовится праздновать Таджикистан вот в ноябре? Я сам был участником вот этой позорной сессии. Одни эту сессию считают, Рахмонов и его команда, да, это судьбоносная, это легитимная сессия, да. Но на самом деле это был парламентский переворот. Эта сессия происходила в окружении солдатов, армии, спецслужб разных стран. Так как прошло 20 лет, не будем называть эти страны, да, но стояли чужие солдаты, чужие штыки. Это, знаете... Прямо в парламенте вы имеете? Самое интересное, что эта сессия происходила не в Душанбе, не в столице, а в Худжанте, на севере Таджикистана. Вот есть такое известное место, Касри Арбоб, дворец Арбоба, вот в одном из известных колхозов. Знаете, это тоже символ, да? Впервые сессия происходит в дворце колхоза, и председатель колхоза потом становится главой государства. Конечно, это были страшные дни, да. Я помню, как, в какой обстановке все это происходило. Я помню, когда, конечно, часть людей надеялись, что может что-то там меняется, да, там власть будет меняться. Может быть, это еще не было гражданской войны, знаете. Эта сессия могла бы остановить эту войну, да, но эта сессия как раз стала началом, новым этапом этой войны. И я помню вот это плов перемирия, да, Ошли, когда они были в Худжанте, когда бывшие там командиры оппозиции, да, так называемые, и командиры Народного фронта, вот эти две противоборствующие стороны целовали знамя Таджикистана, ели там этот плов, да, будь он проклят. И абсолютно никому неизвестный человек, Имамали Рахмонов, вдруг стал председателем парламента Таджикистана. И на этой же сессии выступил Рахмон Набиев, президент Таджикистана, законно избранный президент Таджикистана, который был насильно отстранен. Это было, знаете, его выступление, он говорил без бумаги. Я хорошо знал Рахмона Набиевича, да. Это была его лебединая песня. Все думали, что он снова будет президентом, да. Таджикистан возвращается в такое законном русле. Но, к сожалению, это не произошло. Его заставили подавать заявление об отставке. Хотя он не писал, его заставили прямо. Там просто бандиты пришли и сказали ему, да, если не будешь подписать заявление об отставке, мы тебя уничтожим. Я не знаю, даже до сих пор в архивах Таджикистана есть ли это заявление, но я знаю, что он такое заявление не писал. И тогда парламент, это был такой прокоммунистический парламент, карманный парламент, да, они приняли решение о том, что институт президентства не сработало, и надо, чтобы его уничтожить. Да, там. И тогда Рахмонов стал одновременно председателем парламента и главой государства. Знаете, это для всех был шок. Все были удивлены, почему Рахмонов. Тогда балом правил такой человек по имени Сангак Сафаров, который 23 года сидел в тюрьме, и он говорил, что я все эти годы в тюрьмах Таджикистана поднимал авторитет таджиков, да, и он назначил Рахмонова, фактически его слово было последним словом, да, и он назначил Рахмонова председателем парламента и главой государства. Я хотел дополнить, что эта сессия прошла, но сейчас идет такое
реклама, или будем говорить, как бы на этой почве Рахмонов постоянно каждый год говорит такие вещи, как что вот если меня не было бы, или мы это не подписали бы, в Таджикистане была бы война. Я помню одно выступление, когда Рахмонов выступил и сказал, что если бы мы не подписали, то каждый, кто бы не подписал, это был бы безверующий человек. Вот он даже, когда думает такие вещи, даже не понимает, что он говорит. Дело в том, что именно с его команды поднимались, опять же, говорю, уничтожались поселки, уничтожались, выводили многих людей на уничтожение, поднимали самолеты, бомбили. Но ведь по существу мы знаем, что он не имел такой даже силы, а эту силу дали совсем другие государства, помогли ему в этом отношении, в тирании своего народа. Но именно средства массовой информации, документальные фильмы, как бы показали то, что действительно этот человек, Таджикистан, хотел привести на какое-то благополучие мир. 20 лет в Таджикистане каждый год происходят военные действия. То есть никакого мира в принципе и нету. Идет поголовное тотальное уничтожение. И не только простых оппозиционеров, а уничтожаются безвинные люди в военных действиях. И я бы об этом с обидой это я вообще-то говорю, потому что я вижу, сколько горя и печали привезлось в мой народ, сколько бед, и как этот человек может повернуть все в свою сторону, что он такой, человек, который привел в Таджикистан такую основу, такого тиранию, что он такой добрый. Ну вот, тем не менее, если возвращаясь к событиям 20-летней давности, то есть вот он говорит о том, что он был гарантом мира и безопасности, да? Он принес мир. Да, но вы говорите о том, что это Сафаров, в принципе, на своих штыках, условно говоря, принес, да, какую-то гарантию? Или смотрите, да, вот я сам это все помню, да, когда вот был это плов мира, да, Рахмонов долго не переезжал в Душанбе с его правительством, он боялся в Душанбе. И знаете, я помню вот это черные дни, когда улицы Душанбе были пустыни, да, когда все чего-то ожидали. Но часть людей надеялись, что Рахмонов придет, да, новая власть приходит и будет стабильность. И этого не произошло. И с приходом Рахмонова началась широкомасштабная гражданская война. Если до прихода Рахмонова, да, там, на этих стычках, на этих митингах, а потом на этих протестованиях были убиты сами больше, там, 50 или 70 человек, то после Рахмонова как раз началась и геноцид там, памирцев, геноцид оппозиции, геноцид гармцев, геноцид кафарниганцев. Да? Дальше пошло геноцид по религиозным убеждениям. Если кого-то увидели на улице с бородой, его убивали. Если кого-то увидели, что он был на демократических выборах, да, его убивали. Без суда и без следствия. До сих пор в Таджикистане есть места захоронения, где куча народа, да, куча населения там захоронены. Поэтому самое обидное, что он вводит народ в заблуждение. Правильно Умар Али сказал, что каждый день по телевизору, да, показывают фильм, в газетах пишут о том, что Рахмонов привел мир. Нет, Рахмонов привел войну. Рахмонов стал причиной того, что эта война унесла жизни более 150 тысяч человек. Можете представить? 150 тысяч человек. Это данные, которые само правительство Рахмонова признает. Понимаете? Вот поэтому вот война в Таджикистане не закончена. Он солдат. Понимаете? Он киллер, он убийца. И вот мне интересно был подарок Путина, да, там. Во-первых, он ему подарил автомат, да, там. И во-вторых, он сказал интересную вещь. Ему Мали Шарипович, мы помним, что вы пришли с автоматом в руках. Понимаете? Это был очень тонкий намек, что он как был боевиком, так и он остался. И, кстати, мало кто в Таджикистане знает о том, что Рахмонов был одним из боевиков Народного фронта. Он с автоматом на плече ходил по улицам, убивал инакомыслящих, убивал невинных людей. Понимаете? Поэтому он всегда говорит, что мы с кровью пришли и с кровью уходим. Ну, то есть я так правильно понимаю, что если реконструировать события того времени уже вот с области нашего знания, то речь шла о том, что одна из сторон просто победила в гражданской войне, а потом сделала вид, что это было заключено перемирие. Или как? Вы правы, потому что, знаете, вот, как, даже когда Амир Рахмонов говорит,
Он не говорит о других, он не говорит об оппозиции, он не говорит о народе, он не говорит об этих жертвах, он не говорит о роли там третьих странах, да, там, страны, которые вынуждали Рахмонов подписать мирное соглашение. Как будто он миротворец, понимаете, как будто не было войны, как будто он ни в чем не виноват, понимаете, он святой, он учитель учителей, он пророк, понимаете. Это мы плохие, это оппозиционеры плохие, понимаете, это таджикский народ плохой, понимаете. Это все, кто думает против него, они плохие, а не он. Но на самом деле, да, беда наша в чем? Что вот выросло поколение, которое не знает историю своей страны. Выросло поколение, которое живет на сказках Рахмонова, понимаете? Вот эта сказка о миротворце, сказка о таком благородном человеке, к большому сожалению, в это многие верят. Ну а как вы считаете, многие верят сейчас в Таджикистане вот в эту сказку? Нет, народ-то знает, что это все придуманная сказка, но вопрос в том, что когда безграмотному человеку постоянно по телевизору, в средствах массы, в средствах СМИ, газеты, журналы начинают говорить, что он такой, вот он действительно привел. Здесь я хотел еще дополнить. Ведь Рахмонов не хотел сидеть за стол перемирия. То есть? Он вообще, его просто заставили, что народ находится в Афганистане. Он хотел просто победить и все? Видите, у него была такая тактика, да? На гражданской войне они так считали. Одна сторона, он прав, чтобы другую сторону уничтожить полностью. Поголовно. Понимаете? Поголовно, да? Это... Даже они говорят так, надо убивать их детей, это, которые в Калибеле. Детей, которые в Калибеле. И такое было. То есть здесь много людей были того свидетелями, когда приходили и уничтожались целые поселки, убивались все. Но потом это в документальных фильмах показали, что как будто оппозиция их убила. То есть здесь много дезинформации. А материалы какие-то еще сохранились? То есть возможно потом как-то реконструировать? Вы это? знаете, Или это уже все? второй год, вот наша команда, мы готовим обратиться в Международный уголовный суд. Гаги. Нет, при ООН, да? При ООН. Да. Вот, а преступлениях Рахмонова мы наняли очень сильных адвокатов, мы собрали огромное количество свидетельских показаний. Да, я помню, и дай бог, да, если вот это будет этот суд, на самом деле это очень серьезный шаг вперед, и весь мир будет узнать о том беспределе, да, есть беззаконии. какие-то документальные материалы? Конечно, есть видеоматериалы, есть свидетельства непосредственных участников, да, которые рассказывают своим голосом, они не скрываются. И все это скоро мы будем вынести в суд общественность, и Рахмонову тогда мало не покажется. Здесь я хотел дополнить, что почему Рахмонов и его семья, объясняю, идет на такую команду, как уничтожение нас, то есть на убийство. То есть они заказали на убийство. Потому что наша информация вышла, что мы готовим ряд этих фильмов, которые бы показали, что этот человек, это игрок, это как жулики, мошенники, которые могут показать обратную сторону. То есть здесь есть, что мы можем сказать. Но и в любом случае Рахмонов, как я сказал, что он не хотел никакого перемирия. Его просто вынудило. То есть он был неграмотный, он не понимал, что такое перемирие. Но когда его вынудили, то есть и российская страна, и соседи государства, что надо сесть за стол переговоров и сделать мир, потому что у тебя почти 500 тысяч людей находится на территории Афганистана. И тут он, когда почувствовал, что те люди, которые пришли, отмучились в Афганистане, начали говорить спасибо, и он понял, что я могу теперь и здесь, и там себя похвалить. Из врагов сделать себе друзей. Опять же, объясняю, чтобы вы поняли, что добро не надевает маску зла. Но часто зло под маской добра творит свои жестокие дела. Вот Рахмонов – это то зло, которое, одевая маску добра, играет такого человека, который нет, если бы я не был бы, этого не произошло. Он даже не ставит вопрос, что он сам безграмотный. Он то, что говорит. Вот обратите внимание, сколько мы выступали по поводу коррупции, по поводу хищений, миллионы, миллиарды, которые уходят. Ведь он ни разу не сказал, что «а где я это сделал?». Вот если бы он вышел бы, мы с удовольствием бы с ним бы сказали: давайте сядем в суде, подайте меня в суд, и я вам докажу, как эти деньги уходят. То есть человек как бы понимает, что лучше надо промолчать, ничего не говорить. Вот надо как удав молчать и потом действовать. Ну, я думаю, он может сказать, что давайте представим себе альтернативный сценарий тогда, в 92 году. И, наверное, нарисует этот сценарий куда более жесткими, там, кровавыми красками. И тогда он скажет, в тех реальных условиях
Я, конечно, был наименьший из зол. Вот как вы считаете? В 92 году, понимаете, нужна была кукла. Некоторым странам нужна была кукла. Но они поняли, эти страны, они сейчас, понимаете, вот давайте будем вещи называть своими именами, да? Давайте. На Рахмонова делали ставку после того, как его выдвигал Сангак Сафаров, делали ставку Москва и Ташкент, понимаете? Но они вскоре поняли, что с куклой можно поиграть, но жить невозможно, понимаете? Он был куклой, он был послушным. Поэтому, понимаете, вот преступление Рахмонова, да, в истории таджикского народа ни один чужеземец, ни один подлец не совершил, понимаете? Когда он пришел к власти, вы знаете, просто так, он все отдал другим, да, там, весь золотой запас, да, фабрики, заводы, да, все то, что имел Таджикистан, понимаете? Абсолютно все. Я еще раз повторяю, что Рахмонов преступник, да, о преступлении которого мало кто знает. Почему он нас боится? Почему он нас ненавидит? Почему мы враги? Почему он помирился с теми людьми, которые называли террористом? Почему он помирился, знаете, с боевиками, с маджахедами, да, там, с убийцами, с киллерами, да? А нас ненавидит, да? Людей, которые говорим. Потому что он боится не нас, он боится информации, он боится правды, он боится, что информация – это смерть диктатуры. Вот поэтому он нас ненавидит. Вот поэтому он нас боится. Вот поэтому он хочет нам закрывать этот рот, да, чтобы мы замолчали. Но он не понимает одно, что сегодня в Таджикистане, да, это предмет нашей гордости. Пусть нас убьют. Вот там сотни, десятки, тысячи Долдаджон Атавулоев и Умар Иль-Куватов. Понимаете? И такие люди есть даже в окружении самого Рахмонова. Я сегодня с гордостью могу сказать, что многие люди, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Комитет государственной безопасности, президентской гвардии, они наши соратники, они наши союзники, они нас поддерживают, они нам делятся с нами информацией, они ждут нашего возвращения. Знаете, вот это есть наша надежда. Это есть, понимаете, надежда на победу. Мы, знаете, поверьте, да, я уже 20 лет в политике, да, я в кошки-мышки не играю. Если я об этом заявляю, значит, на это есть все основания. Муралия, вы вот как вы думаете, удастся все-таки развеять этот самый туман, который за эти 20 лет знает процесс, что ли, наложился? Я считаю, что... Или это уже надо забыть, как прошлое? Не, надо все-таки говорить об этом. Я считаю, что 2-3 выступления четко расставят свои места, потому что люди, которые потеряли в этой войне своих близких, они не забудут никогда. Отцов, матерей, сестер. И потом 150 тысяч официально, которые говорят. И я знаю ту информацию, которой многие люди умерли от горя. Многие люди погибли от болезней. В то время были другие тенденции, но то, что несколько наших выступлений и потом вот как мы сейчас действуем, а мы правильно стратегически действуем, оно людей все-таки поставит на то, что самое важное – это справедливость. Оно восторжествует. А по поводу возбуждения многих дел, которые мы обязательно должны восстановить картину прошлого, чтобы в будущем наши потомки знали, что зло наказано, что нельзя под убийством. Ведь те же события в Памире, в Хадженте, в Душанбе, погибли же не родственники Рахмона, а погибли простые те люди, которые что под приказом действовали. Гибнут простые невинные люди. Вот это... То есть это вы не считаете, что это придет к какому-то новому витку конфликта спустя 20 лет? Абсолютно нет. Нет. Знаете, очищение, да, это я в этом больше чем уверен, происходит только через правду. Понимаете? Пока народ, пока политики, пока интеллигенция, пока каждый из нас не узнает правду, понимаете, не узнает истину, да, у нас все дороги нас ведут в тупик. Поэтому наша задача, да, задача нашего поколения говорит об этом. И вот это обращение в Международный уголовный суд, да, при ООН, я думаю, что это будет такая возможность говорить о той горькой правде, да, которую Рахмонов все эти 20 лет старается всякими правдами и неправдами прятать. Но вы знаете, вот невозможно спрятать подолью там солнце, да, также невозможно закрывать правду, закрывать истину. И знаете, вот когда мы собирали документы для Международного уголовного суда, я не верил, что многие будут согласны, да, от своего имени давать
показания. Но они не побоялись. Они не побоялись этих адвокатов, они не побоялись волонтеров, да? Они не побоялись иностранцев и стали рассказывать. Каждый свою боль. Понимаете? И когда это все смотришь, получается, что Таджикистан превратился, знаете, в страну скорби, страна горя, страна, знаете, потерянных надежд. Я бы здесь еще добавил, что Рахмонов тоже действует по своей тактике. Мы чувствуем его стратегию. Он за короткое время сменил СМИ, правительственные, все, что есть. И пошел в систему обороны. И вот тут мне звонят и говорят, что Марали, я вот там выступил, тут же с органов позвонили, начали шантажировать, что вы не знаете, что мы с вами так сделаем. То есть тот же тиран, та же игра, но пошла информационная война, жесткая информационная война. То есть практически многие журналисты, которые храбро могли выставить свои статьи, они звонят, говорят: Умар Али, мы не можем, потому что нас здесь настолько придавили и настолько нас зажимают, что мы боимся говорить правду. И это видно, что эта схватка, она неизбежна, потому что между добром и злом оно всегда идет вот в лоб, в лобовой атаке. Сегодня практически видно, что средства массовой информации – это вот то поле боя, где Рахмонов старается выиграть хоть что-то. Но я думаю, что это не удастся. Спасибо вам большое за очень интересную беседу. Спасибо. Я думаю, что будущее Таджикистана все-таки не будет связано с теми событиями, которые сейчас празднуются в стране. Спасибо вам.